Признали виновным. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении 28-летнего Евгения Пеннера. Напомним, жителя Новосибирска задержали с 10 килограммами наркотиков. Их, по мнению государственного обвинения, он вез в разные города России. В их числе была и Казань. Какое наказание назначил подсудимому суд, расскажет Анна Городнова. 28-летний Евгений Пеннер уже имеет за своими плечами несколько судимостей. Сегодня он выслушал приговор уже по обвинению в хранении, перевозке и сбытии наркотиков в особо крупном размере. По материалам уголовного дела житель Новосибирска забирал закладки в Московской области и перевозил их в другие города страны. В Екатеринбурге, в Перми, ну это не по нашим эпизодам, у нас только деревня, Савино, Верхнеуслонского района. А так оговаривалось 300 тысяч ему за перевозку, вне зависимости от партии. По его показаниям предшествующим, за прошлые закладки 1 700 000 он поднял. Насладиться финансовой выгодой Евгений Пеннер не успел. Мужчина был задержан в Московской области по пути в столицу Татарстана 25 мая. В его машине сотрудники ФСБ обнаружили 10 килограммов наркотиков. Понимая ситуацию, он пошел на сотрудничество со стражами порядка. Он сразу свои телефоны предъявил задержавшему сотрудникам коды от сайтов, где он там общался с вот этими своими, скажем так, вышестоящими лицами. Всю эту переписку показал. То есть он сразу признавался. Но как не признаваться, если у тебя 10 килограмм наркотиков? Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты таким приговором осталась недовольна. Считаем, что наказание в виде 16 лет лишения свободы является излишне суровым для моего подзащитного. Он вину полностью признавал, активно сотрудничал со следствием. Только благодаря его активной позиции и тому, что он сразу же выдал наркотические средства, сообщил все пароли, которые у него имелись на телефонах, сообщил, где были заложены закладки. Только благодаря его позиции я считаю, что преступление было раскрыто. Судом полагаю, что это в должной мере не было учтено, и мы обязательно приговор будем обжаловать в Верховный суд Российской Федерации. На обжалование приговора у обеих сторон есть 10 дней. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, ВЫЗа 112.